Поэтому супругам нельзя разглашать свои секреты и рассказывать о них, даже после развода. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остерег от разглашения секретов близости и полового акта. Как приводит имам Муслим, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Истинно, самый плохой человек своим положением перед Аллахом в судный день – это муж и жена, которые после половой близости разглашают ее секреты». Разъясняя этот хадис, имам ан-Навави, да будет доволен им Аллах, сказал: этот хадис указывает на запрет разглашения того, что происходит между мужем и женой в плане половой близости, то есть супругам запрещено рассказывать посторонним людям о том, как проходит их половой акт, о том, что говорит и что делает во время близости каждый из них и так далее. Что же касается простого упоминания полового акта, то если в этом нет никакой потребности и пользы, то это нежелательно, потому что непорядочно и неприлично.